Всем привет из солнечного Крыма. 30 марта. Вечерний заезд на кофе в Феодосию. Маршрут дня: Орджоникидзе, Феодосия, частично Коктебель, Орджоникидзе. Сегодня плюс 20. А море плюс 8 или плюс 10. Вот как-то так. Будем подниматься в горы через Эллинги в горы и на тропу здоровья. А тропа здоровья называется, забыл, как она там называется. Я одно на танцполе кружу. Староримская дорога, во! Тропа здоровья, это староримская дорога. Дежавю. Нам кажется, или мы будем сейчас подниматься в горы? Нет, вам не кажется. Вы будете сейчас подниматься в горы. В поле. Эллинги, старт 1. Прямо по курсу. Можно правее поехать вот туда вот, а можно подняться вверх вот сюда вот. Конечно, подняться вверх куда интересней. Собака бегит. Поле. Кружу. Ничего не лечит, как музыка. Дежавю. Я на танцполе кружу. Ой. Кто-то звонит на подъеме. Алло. Да, я уехал.
Да ты ж вышла. Давай, скоро приеду. Давай. Let's go party, everybody, every morning. А вон тропа есть такая интересная, правее он там. Фух. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ой, надо открыть задний амортизатор, забыл. С правой стороны, а мы идем на спуск. Один там написал в комментарии под каким-то видео в Ютубе, типа, ой, типа, вы катаетесь, ну вот здесь в Феодосии, типа, мне не интересно, я живу в Севастополе. Ну, блин, ну не интересно, не смотри, не пиши всякую такую ерунду, что ты живешь в Севастополе, тебе не интересно смотреть, кто где ездит в других местах. Как напишут что-нибудь такое смешное, хоть стой, хоть падай. Каждый ездит, где он может, где позволяют его возможности ездить, а не вот ты там ездишь, а ты вот не там, мне не интересно, а там и интересно, типа. Ну не интересно, не смотри, блин. Смотри других там. Я знаю. Я, например, если кто-то мне не нравится, я наоборот не смотрю вообще. А они прям пишут, что им нравится, а что нет. Так что вот так вот. Что им нравится, что не нравится, это их дело. А мы ездим, где нам нравится и где мы можем ездить. Так что комментаторщики эти
есть, пишут некоторые там, о, типа, а при Украине там, типа, больше людей было на пляже, или там в 2013 году не было мест на пляже, а сейчас, типа, людей нету. То есть такую чушь пишут, что вообще. В том году было так, в этом так. В этом году все поехали там в какое-то другое место. В этом году в Судаке будет полно народу, негде будет лечь. На следующий год многие поедут в другие места. Как бы сравнивать, когда было больше, когда меньше, вообще тупо и глупо. Я вот, например, в этом году в Сочи поехал, на следующий год не поеду. Так же самое и тысячи людей. Даже, может, не сотни тысяч людей. В этом году поехали в одно место, на следующий год они поедут в другое место. И все, вы в курортном поселке или в городе будет людей уже, естественно, меньше. Так что как-то так. А мы, тем не менее, продолжаем маршрут наш горный. Сегодня прям теплая погода такая, днем вообще жара была. Все прям в горы ходили там, туда-сюда. Слева где-то мотоциклы едут. Можно было и без шапки, но мне кажется, все равно рано еще без шапки ездить. Если плюс 25 было, тогда да, можно. А так сейчас на подъемах вспотеешь, на спусках будет прохладно. Оу-е, 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 а-а. Ой, какая-то у меня передача щелкает. Растянуться можно, в принципе, на подъемах сейчас. Да, жарко на подъемах. И сегодня погода вообще супер. Хоть и ветер, но 20 градусов нормально вообще. Да уже вот послезавтра уже 1
апреля, блин. Весна уже, блин, настоящая должна быть. А оно, блин, все никак. Ой. Это большая звезда щелкала. Но она мне вчера щелкнула. Так что да, что-то щелкает. Фух. Так, а сколько у нас время? Посмотрим. 17:47. Сегодня мы, конечно, задержались. Ну ладно, ничего страшного. Успеем. Sex me. Да, погодка. Хочется уже в шортиках, футболке. Что, когда-нибудь дождемся тепла, прям такого, чтобы можно было налегке ездить. Гребем, гребем, гребем. Вау! Вау, вау, вау! Думаю, может завтра посмотрю, может куда-нибудь прокатнуться в сторону курортного по трассе. Чисто. Чисто по трассе жахнуть. Да, солнышко прям так хорошо. Вау! Вау, 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 вау! Погнали, погнали, погнали. Что сегодня собак в дворнях нету. Дворняги
Блин, чуть-чуть не доехал. Чуть-чуть не доехал. Сейчас включим помощника. Фух. Помощник. Перевалы тут преодолеваем. Фух. Жарко. Эй, помощник. Давай, помощник. Лантала-лейла, лантала-лейла. Все. Лантала-лейла. Фух. Сейчас встанем здесь и сядем уже. Ой. Ой. Фух. Фух. О. Ну что, затащим, не? Наверх самый. Фух. Фух. Лантала-лейла, 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 лейла, лантала-лейла. Жара, жара. О, блин, еле вырулил. Тут же камни этих, щебень. О! Капец. Вырулили. Фух. Это жара. Ничего, сейчас будет спуск. На спуске сейчас остынем, так скажем. Интересно, сколько мы проехали? Километров 7 от Орджоникидзе. Думаю, километров 5-7. Сейчас встанем, посмотрим на часы. Что-то Гармин мой, который на руль вешается, 830. То ли он уже устал, то ли я не знаю. Ну он какого, 20-го года. Я в 20-м году купил. Уже 4 года
причем непрерывной езды. Я часто вообще езжу. Вот. 4 года, может, уже он все думает: да, парень, все, я уже от тебя устал показывать тебе данные все. Купи новый. Новый есть 1030, 1040 там Garmin. Он больше, чем 830. Ну и стоит он дороже, что-то около, по-моему, 40-50 тысяч он стоит. Вот мы и на самом верху. Фух, хорошо. Сейчас последние дни вообще без рюкзака езжу. 2 сумки на руле, как они там правильно называются. Забыл, блин. Ну, с правой, с левой стороны вешаются на руль. Забыл их неправильно название. И плюс еще впереди сумочка. И рюкзак, в принципе, и не нужен. Ой, фу, хорошо. Эллинги. Вот здесь бухта такая. Завод торпедный, бывший там Орджоникидзе, Коктебель. Ой, я забыл включить километраж, капец. Выехал с дому и забыл включить. Вот даю. А тут ветер. Выехал с дому и забыл включить Garmin. Так, погнали в Феодосию. В то время уже поджимает. Так, а ну заеду я сейчас сюда вот. Интересно. Должен заехать. А чё ж не заеду? Заеду. Погнали в Феодосию на спуск. Фух.
передача. Нам налево здесь. Феодосия на ладони вся. Феодосия вся как на ладони здесь рассматривается. Такая дорога здесь. Спуск в частный сектор Феодосию. Есть с левой стороны через лес вообще. Есть посередине вот дорога. А есть правее еще дорога. Но там правее. Там в том году летом уже поставили шлагбаум, чтоб не ездили всякие мотоциклы, джип-туры там. И такие просто машины, чтоб не ездили через ту сторону. Вот. В том году я пару раз там проехал и все. А так в основном я вот это по средней езжу дороге. Через лес, которая дорога, 118-я трасса, ой, не трасса, 118-я как-то там называется она. Но обозначение ее 118. Вот, но я там ездил только один раз, мне ее показывал один парень на эндуро мотоцикле. Один раз я только по ней ездил. Вот. Но там именно густой лес, вообще закрыто все, деревья прям такие. То есть нету как вот здесь еще средняя часть вся открытая. Там прям вообще густой лес. Ну, не знаю, может попозже как-нибудь по той дороге прокатимся. И она выходит все равно вот здесь, где я сейчас выезжаю. Вот она по левой стороне перпендикулярно этой дороге идет, и ты все равно выезжаешь здесь. Вот сейчас покажу. Вот здесь все равно выезжаете. Вот здесь вот выезжаете. Она вот левее там идет. Так, ну что, погнали. Мы уже спустились в частный сектор.
Санта-Феодосия. Я даже не знаю, как этот район называется. Надо по карте посмотреть, хотя бы знать, как этот район называется. То сколько езжу, не запоминаю место. Так, там канализация, наверное, опять. Или не канализация, а что-то. Короче, там где-то в одном месте у них прорвало. Течет или что-то такое. Ничего. О, какие малые. Ну, вернее, не малые, а малой. По мне мяч даже не попал, а он сказал: извините. Вежливый. Культурный, вежливый. Что там у нас? Нету машин, нету. А тут подсохло. О, подсохло, да. Хорошо. Феодосия, да? Ветер меняет направление. Прохладненько так. Теперь согрелись там на подъемах. А здесь теперь, блин, свежо. Да. Да. Ты солнце. Погнали. Фео-Сити.
люди гуляют. Все равно. Да, выходной день. Хоть народ есть. Более так живее. Детворы сколько? Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною властью, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Семнадцать уже. Надо поторапливаться. Музыкант сидит. Да сейчас не то время. Летом, да. А местные тут в основном что они? Что им тут предлагать? Здрасте. Здравствуйте. Можно латте? Да. И сникерс. Сколько сахара вам? 2. Стандартно.
Так, ну что, погнали назад в Орджоникидзе. Может, ну, на звездопад воспоминаний не успеем, а вот куда-нибудь в горы успеем. В общем, посмотрим. Музыканты. Любимая жвачка. На мотоцикле малой. Что, успеем, не? Успели. Все. На выезд едем. Там стоит. Так, нам бы на ту сторону попасть. Но мы пока не попадем.
Мы пока станем здесь, постоим. А вот сейчас можно проехать. Все, погнали. Фары надо только включить, там станем дальше. Блин, ветер. Вот уже третий день выезжаю, и ветер. Сейчас станем, включим фары здесь. Остается молить богам, пока я люблю своего врага. Ты не испытание, ты беда. И жду тебя дальше, когда в бегах. Усталая ночь, температура. И снова пишу тебе как дура. Течение твоим координат. Тебе пальцы где разлетаются от меня. Открывает, меня ломает. Сильно меня ломает. Пробивает, все обрывает. Когда все понимаю, только страх. Сейчас развернемся. Чтобы не стоять там на перекрестке. Все, погнали. Против ветра. Да, ветра эти. Закатик он там нарисовывается. Что ты, выезжаешь, не? Давай, выезжай уже. Вот когда ветра нету, вот по этой дороге вообще кайф. Дорога новая. В том году постелили асфальт здесь. И ехать вообще кайф. А вот когда ветер, не совсем кайф.
Вон такой ветер. То встречный, то боковой. Фух. Фух. Да, сегодня плюс 20. Ну, вчера, кстати, поздно ночью, даже вечером, ночью было плюс 15. Вот. А сегодня, да, плюс 20. Даже местами может плюс 22.